Здравствуй, небо в облака, здравствуй, юность сапога. Что такое кирзовые сапоги, марш-бросок или АК-47? Эти ребята знают с малых лет. Все они ученики кадетских школ. Сборка автомата, подтягивание. Сегодня для них проверка на прочность. Делаем выводы, что где сильнее нам надо поднажать, над чем нужно больше поработать. И всегда делать себя из того парня. Как раз команда из Собинского района и представляла республику на всероссийских соревнованиях. Там ребята заняли 7-е место из 86 команд. Давай еще! Пока юноармейцы проходят испытания, у их наставников чуть ли не сдают нервы. Вместе они готовились к этим стартам долгие месяцы. Как говорит судья, должна быть фиксация, а фиксации нет. За сборкой автомата можно увидеть не только парней, но и девушек. Диане Наумовой на все про все нужно 29 секунд. А есть парни, которые собирают дольше, чем ты автомат? Да. Как они на это реагируют? Никак. Ну, удивляются, удивление у них идет. Может, какая-то зависть, наверное. Сегодня юноармейцы соревнуются не только в самом центре «Патриот», но и на всей его территории. Выйдя на улицу, можно увидеть, как они не только бегут эстафету, но и бросают гранату на дальность. Чтобы победить, юноармейцам придется поработать не только руками и ногами, но и головой. Дети будут участвовать в теоретическом конкурсе, в знании истории Отечества, своих полководцев, героев Советского Союза, Российской Федерации. Лучшая команда по итогам этой игры уже в будущем году отправится в Москву представлять республику на всероссийских соревнованиях. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.